Ну а следующий человек, который поднимется на эту сцену, также давний друг фестиваля «Время жить», автор проникновенных стихов и поэм, попав в концентрированный творческий рассол нашего фестиваля, Мария увлеклась гитарой, и ее стихи стали превращаться в песни. Хотите услышать, что из этого получилось? Хотите? Отлично, встречайте, Мария Бельская! С песней «Печаль». На стекле дрожат жемчужины слез, пальцы ветра гладят струны берез. Так темно, как будто никогда не иссякнут ветер и вода. Утро жестокий, не беспросветный, сердце изводит печаль, печаль. Горькие строки ищут ответов, но не находят. А жаль, тьма накрыла горы и города. Замолкают голоса и цвета, небо словно слаб под весом туч, пожирающих последний луч. Утро жестокий, не беспросветный, сердце изводит печаль, печаль. Горькие строки ищут ответа, но не находят. А жаль, как одиноко, больно работа, мир суета и сует. Но для чего-то в это болото мы получили билет. Кто ты на деле, что ты по сути, чем собираешься стать? Лишь на пределе мы себя будем дело печали достать. Скажи, пожалуйста, что тебя вдохновило на написание этой песни? Ну, во-первых, собственно, печаль. Она же депрессия, она же тоска, она же осень. Но должна сказать, что она... Вот в этом случае депрессия мне очень сильно напомнила книгу Юлии Вознесенской «Мои посмертные приключения». Там героиня попадает на такую экскурсию в рай на пару дней. И там оказывается, что люди творят в раю. Художница рисует бабочку для того, чтобы она полетела.
А другая художница создает цветок для того, чтобы он рос и радовал своим ароматом. И вот один такой цветок, прекрасный колокольчик, все никак не мог быть закончен, чего-то в нем не хватало. И когда героиня увидела его, ее охватила невероятная печаль. И эта печаль в итоге как будто вырвалась из ее сердца и прозвенела удивительной мелодией колокольчиков этого цветка. Вот такая странная, светлая, творческая печаль, которая не роняет тебя, а рождает что-то в тебе и для других. Вот, собственно, она причина, и она суть этой песни. Ну и, конечно же, все-таки дело печали достать вас хорошенько, чтобы вы наконец-то из нее выбрались. Отлично, спасибо огромное. Перед вами выступала Мария Бельская.